мире не так много стран, которые могут похвастаться сочетанием богатого культурного наследия с невероятно красивыми ландшафтами. Но родина Аристотеля и Архимеда претендует на звание одной из самых интересных и самых красивых стран в мире. Проверить школьные знания по истории древнего мира и познакомиться с Элладой современной мы отправились на север Греции. Сразу уточню, что лучший способ познакомиться с красотами Северной Греции – это арендовать авто. Здесь действительно огромное количество достопримечательностей, и чтобы увидеть их всех, лучше иметь свой личный транспорт. Ну что, поехали? Опа! Ясос, Калиспера. Добро пожаловать в Грецию. Мы в Салониках. Этот город-порт с населением немногим больше миллиона жителей, второй по величине после Афин. Салоники – один из древнейших городов мира. Его история насчитывает более 2500 лет. Удивительные археологические находки, обнаруженные на его территории, удивляют самого бывалого туриста. Этот город стал свидетелем 3 древних цивилизаций – эллинистической, римской и византийской. Он был основан в IV веке до нашей эры македонским царем Кассандром и назван в честь сестры Александра Македонского – Фессалоники. Регион Греции, в котором находится город Салоники, называется Македония. И этот город когда-то находился на территории Древней Македонии. И именно здесь установлен памятник Александру Македонскому. В современном мире мало кто об этом помнит, но именно здесь апостол Павел первым зародил христианство, а святые Кирилл и Мефодий на базе греческого алфавита составили первый славянский алфавит, которым пользуются и по сей день. Салоники расположены на берегу залива Термоикос, и, безусловно, знакомство с современным городом мы начнем с его набережной. Здесь жизнь идет своим чередом. Кто-то устраивает пробежку, кто-то беззаботно рыбачит, а кто-то наслаждается чашечкой кофе и занят чтением газет в одном из многочисленных кафе. Здесь же находится один из главных символов города – Белая башня. Белая башня – один из главных символов города. Если обратиться к истории башни, то можно узнать, что изначально она была построена турками как оборонительное сооружение, впоследствии стала тюрьмой и местом массовых казней. Однако после того, как город перешел под власть Греции, он стал символом города и символом суверенитета страны. Обычно туристы редко надолго останавливаются в Салониках, используя его как перевалочный пункт между путешествиями по региону. Из основных достопримечательностей города самыми известными и интересными для экспресс-туризма является ротонда Святого Георгия Победоносца, триумфальная арка императора Галерия и несколько музеев. Мы тоже пробыли в Салониках недолго и отправились на запад прямиком к известным на весь мир монастырям в местечке Метеора. Мы приехали смотреть скальный монастырский комплекс Метеоры. Это очень красивое зрелище. Когда-то это было дно Древнего океана. Сейчас мы можем наблюдать такую красоту, можем наблюдать построенные монастыри на вершинах этих скал. Началось строительство в X веке нашей эры и продолжалось и развивалось и приобрело современный вид. Монастыри Метеоры – это одни из самых ярких достопримечательностей Греции. Свое название они получили от греческого «метеора», что буквально означает «висящие в воздухе». Такое название прекрасно описывает эти греческие культовые сооружения. Первые монастыри Великой Метеоры появились в XIV веке, и изначально их было 24. Они процветали вплоть до XVII века, но только 6 из них сохранились до наших дней.
По легенде, данная местность впервые была освоена византийскими отшельниками в XI веке, которые взбирались на вершину скал, чтобы побыть наедине с Богом. Согласно легенде, одного из отшельников не пустили на святую гору Афон, и он решил основать свой собственный монастырь именно на этом месте. А место это действительно удивительное. Окруженное со всех сторон высокими горами, оно просто создано для умиротворения и уединения. Тысячи туристов со всего мира, вне зависимости от расы и вероисповедания, приезжают сюда, чтобы познакомиться с древней христианской культурой и окунуться в будни монашеского быта. Местные власти стараются поддерживать культурное и историческое наследие. В каждом монастыре есть свои сады с фруктами и редкими деревьями, свое производство молока и овощей. В наши дни скалы, на которых расположены монастыри, связаны с остальной частью суши мостиками. А раньше монахи перемещались между монастырями по канатной дороге, буквально паря в воздухе над огромными пропастями. Именно так раньше доставлялись в монастыри и продукты первой необходимости. Метеора – это удивительное место с особым воздухом и атмосферой. Познакомившись с красотами Метеоры, мы направимся ненадолго в приморский городок Катерини, расположенный на берегу Эгейского моря, у самого подножия великой горы Олимп. Уже на подъезде к городу на горизонте появляется заснеженная вершина, которую сложно с чем-то перепутать. Это и есть та самая обитель древнегреческих богов – гора Олимп. Вблизи горного массива расположен и древний город Дион, являющийся объектом мирового культурного наследия. Здесь же находится и знаменитая Олимпия, где за несколько месяцев до начала Олимпиады зажигают знаменитый олимпийский огонь. Полюбовавшись пейзажами Олимпа и красотами местных виноградников, пройдемся по набережной Катерине. Здесь вы не найдете древних артефактов или достопримечательностей, зато сможете легко и дешево приобрести меха и изделия из кожи на любой вкус. Север Греции с давних пор славится своим меховым и кожевенным производством, локализованным главным образом в регионе Кастория. А так как этот туристический городок находится практически рядом, здесь вы точно найдете то, что ищете. Закупившись подарками, отправимся изучать одно из красивейших мест севера Греции – полуостров Халкидики, что расположен к востоку от Салоников. Здесь мы не будем искать древние развалины и исторические памятники, а будем созерцать всю красоту и обаяние греческой природы. Халкидики по сути состоит из 3 полуостровов – Кассандра, Ситония и Афон, каждый из которых напоминает палец руки. Наш пункт назначения – Ситония. Двигаясь по трассе, удивляешься, насколько разнообразна природа Греции и как быстро меняется ее ландшафт. Высокие горы сменяются полями и оливковыми лесами с одной стороны, с другой – маленькие уютные бухты сменяются пейзажами с открытым морем. Прибыв в гостиницу на нашем полуострове, мы заселились в свои номера и решили сделать небольшой тур по нашему полуострову. Благо у нас есть машина, и мы можем свободно кататься вокруг полуострова, изучая местный быт и города. Первый городок, в который мы попали на Ситонии, был знаменитый древний порт Неас Мармарос. Это удивительно уютный и маленький приморский городок с красивой бухтой и всевозможными кафе и ресторанами, разбросанными вдоль моря. Сразу бросается в глаза, что город в буквальном смысле живет туризмом. Местные жители рассказали нам, что поблизости есть местечко Порто-Карас, где есть свое собственное производство вина и оливкового масла. Срочно выдвигаемся туда. Уже по дороге в Порто-Карас мы увидели роскошные виноградники, которые раскинулись на гористых холмах вперемешку с густым хвойным лесом. Греция занимается виноделием
виноделием с древних времен и достигла совершенства в этом деле. 2 сорта винограда, самых популярных в Греции, из которых делают вино, это Малагузия и Ассиртико. В самом Порто-Карас расположен винзавод, который производит как вина, так и натуральную косметику. Дальше мы отправились на юг острова, в Порто-Куфо. По дороге то и дело мы встречали красивейшие оливковые леса и пасущихся овец, что создавало невероятный колорит и ощущение единения с природой. Когда мы приблизились к южной точке полуострова, нам открылся невероятный вид. Красивые скалы, открытое море и захватывающая панорама на соседний полуостров Афон. Кстати, очень необычное место. Афон фактически является отдельной греческой автономией, управляемой монастырями. У него есть своя собственная столица, а попасть туда простому туристу довольно сложно. Нужно заранее запрашивать разрешение и долго ждать квоту на посещение. Женщин вовсе не пускают, поскольку все монастыри на Афоне мужские, а каждый турист автоматически считается паломником. Но несмотря на это, на Афон благодаря специальному разрешению пускают туристов-мужчин любого вероисповедания. А теперь настало время поговорить о греческой кухне. Именно с таким видом мы решили пообедать в местном кафе с уютной террасой. Ясос. Ну что, будем знакомиться с греческой кухней. Начнем с закусок и салатов. Итак, вегетарианская долма по греческому рецепту. Салат с сыром халуми. Салат цацики, который делается из греческого йогурта, огурцов и чеснока. И традиционно подаются гренки. Ну что ж, приятного аппетита! В целом, гастрономические предпочтения греков типичны для Средиземноморья с обилием рыбы, морепродуктов и оливкового масла. Особенность греческих блюд в их всевозможных травах и специях. Особая гордость греков – это сыр. Его здесь более 50 сортов. В Греции можно встретить вегетарианскую долму, мусаку, фаршированного кальмара, шашлычки сувлаки и, конечно же, пирог из слоеного теста фило и сыра фета, который греки называют тирапита. В Греции действительно можно очень вкусно и недорого поесть, а с самой трапезой у греков связано огромное количество традиций и обычаев. Греческую национальную традиционную кухню невозможно представить без греческого салата. И подается именно вот так. Греция – это то место, в которое хочется возвращаться не раз. Ведь за наши 4 коротких дня мы смогли увидеть лишь северную ее часть. А значит, есть еще места, которые нам обязательно стоит посетить. Но этому мы обязательно посвятим отдельные выпуски нашей передачи. Ведь, как говорят, в Греции есть все. И это всем нам еще предстоит увидеть.